Assalamu alaikum. Сьюдик Масира, Ряд Ашвой. Валикум салам. Добрый вечер. Сегодня Добрый. по-русски мы говорим. Да, Да. да, сегодня стрим на русском языке. Всех приветствую. Сегодня 10 мая 2025 года. Извиняемся за опозданием. 19:34 по центральноевропейскому времени, 20 часов 34 минуты по городу Джахару. Сегодня у нас 124-й стрим на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. И с нами постоянный наш ведущий данной платформы, сопредседатель Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия Аят Идигов. Сегодняшний свой стрим назвал я «США заявили о грядущей масштабной атаке России». Об этом и много давайте поговорим. Всем, кто находится, напоминаю, в России, либо во временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности. Все остальные, прошу вас задавать вопросы, писать комментарии. Стрим у нас идет на YouTube-канале, в TikTok и на платформе Telegram, официальной странице Президиума правительства Чеченской Республики. Все, кто захочет пообщаться напрямую, могут зайти и там тоже пообщаться. Я, как обычно, передаю слово Аяду Идигову. Аяд Машоваль, вам слово. Маша Худа, Добрый вечер, дорогие друзья. Очень интересные события сейчас происходят, как мы видим. В мире 80-летие отмечает Путин со своей командой. Остальные люди в мире, которые понимают, что Путин не имеет теперь отношения, можно сказать, к той победе, как-то скептически к этому относятся, но есть и те, которые поддерживают Путина и поехали к нему, его там праздник вместе с ним отмечать. Суть-то вся в том, что новая Россия, новая страна, которая взяла на себя обязательство, она правопреемник, правда, при помощи остального мира, сообщество позволило этой империи сесть в Совете Безопасности ООН, быть одно время в семерке, восьмерке, право делать то, что он может блокировать любые решения в мире. Он разошелся, и в конечном итоге теперь он хочет вернуть себя якобы в свои территории. Но сам-то ты кто, можно спросить? Ты что, Советский Союз или ты царская Россия? Нет, ты не царская Россия, не Советский Союз. Единственное, что там во власти сидели эти имперцы, они захватили и в этой стране эту власть и начинают ждать, что вот мы там, Россия, мы ее там, значит, установим. И в связи с тем, что вот так вот позволяет этой стране себя вести в мире, дают возможность нарушать современное международное право, происходят такие события. Ну, сейчас на устах у всех этот вопрос об этом, скажем, параде, который проходит или прошел в Москве на Красной площади, ну и в других некоторых городах, в Беларуси, еще где-то. Они там себя корчат таких вот последователей, преемников, тех вот великих воинов, которые захватили и уничтожили, в смысле, фашизм германский. Ну, сидят там эти уже, ну, скажем, уже не соображаешь, уже по 100 с лишним лет люди, а ты, может быть, не имеешь отношения, они приглашают воинов, которые там воевали, и вот там, значит, бравируют, вот мы там всем покажем, если надо, еще раз повторим, и вот это что делают. Собственно, идет вот эта диктаторская, человеконенавистническая политика, которую они пытаются провести и сделать ее
практикой международного права. Конечно, остальные страны мира, которые вот приехали туда, это такие вот слабые в этом смысле последователи международного права. И есть и те, которые, допустим, Китай, которые поддерживают Кремль не по той причине, что она слабый капитал, а по той причине, что она может в этой ситуации выгоды экономические себе иметь, и политические, и развиться в мире, и, как говорится, стать передовой державой. Она уж хочет Китай, это нам всем известно. Есть и другие значит, страны, которые где-то как-то, хотя даже европейские страны, мы знаем, там тоже приблудились туда, сидят, рот разинули и говорят, о, как хорошо здесь все, рады и все такое. Ну, что из этого мы можем вот сделать, какие выводы можем сделать? В любом случае мы видим, что действие Путина это не пройдет, потому что это направлено против человечества, направлено против свободы личности. И, собственно говоря, эта идея, которую он сейчас протаскивает и пытается навязать украинскому народу, он это не первый раз начал. Он начал это с Чеченской республики, которую напал, 5 раз нападал, так, 4 раза проигрывал. Потом на Грузию территорию отторг Грузии. Теперь на Украину в 2016 году, снова в 2022 году. То есть он действует методом тыка. Так называем метод тык. Тык прошло дальше, тык прошло дальше. И другие сидели и думали, моя хата с краю, ничего не будем делать. Мы как раз так говорили эти вещи много раз и призывали, скажем, остальные народы и бывшие страны, то есть страны, которые вышли из Советского Союза, стали государствами в рамках международного права, в смысле, окажите помощь чеченскому народу, чтобы он смог выстоять в этой борьбе. Нет, все там отвернули, все те, которые там сидят сейчас в Москве на Красной площади, ну, практически они это вообще должны были в первую очередь нам помогать, но они не хотели, чтобы чеченский народ создал свое государство. То есть вопрос в том, что в мире идет вот такая вот борьба, которые хотят сделать, чтобы их страна была, а вот другие, они не могут быть, потому что они по историческим или по материальным или экономическим причинам, или по причинам, которые, ну, может быть, сказать, территориально маленькие, как я вам сказал, так? И не считаясь с этим, на самом деле они сами в душе являются таковыми имперцами тоже. Вот убери Путина, вместо него поставь другого любого, они будут точно такие. Потому что если международное право есть, так давайте действовать в рамках международного права и строго вот этому, значит, блюсти это. Нет, этого нет. Давали, значит, деньги Ельцину, Путину, они убивали своих людей дома, там взрывали дома, подрывали аэродромы. Это все они делают. Теперь, когда они теперь уже 80-летие празднуют и пытаются сказать, что, оказывается, русские победили во Второй мировой войне. Русские. А я, допустим, знаю, вот, что чеченцы их полностью, всю молодежь, которая была, у моего отца было много братьев, они все ушли на фронт, мой отец был там младший, и один только вот вернулся, и того потом посадили, а остальные все погибли. Я знаю, что многие люди, которые ушли на фронт, не вернулись, или значит, их просто в 1944 году, когда война кончилась, и всех тоже этих вояк, всех
отправили в ссылку туда, куда выслали наш народ в 1944 году. То есть мы имеем дело с страной, которая является не страной защиты или поддержки дружбы между народами, а страной диктаторской, страной, которая пытается уничтожить и внутренние, скажем, народы, которые входят в состав, которых они захватили, хотят их ассимилировать. И в то же время они хотят захватить еще другие страны и точно так же ассимилировать их, называя их разными кличками, ярлыки навешивая, что только они не говорят. И нам это прекрасно известно, что происходит в России сейчас по поводу, значит, мигрантов, по поводу других дел, которые они поднимают. Фактически на территории России очень много таких вот националистических организаций. Я вот недавно там публиковал, это, по-моему, там более 30, а то и больше. И все эти националистические организации поддерживаются властью, они проводят межнациональную рознь, они говорят, что они русские только все. Как может такая страна может быть? И все теперь фактически на фронте, который они организовали против Украины, в основном она туда посылает национальные людей из национальных республик или, значит, людей, которые находятся за пределами там, центральных городов. И вот такая вот идет война, называли ее денацификация Украины. Денацификация Украины, что это означает? Это значит борьба за русификацию Украины. Вот прямо говорит, это значит русификация. Брать украинское все, сделать все русское там. Чтобы украинцы против Руси, их детей забрать. Вот эта война идет. Но есть другие страны, которые вот все это тоже, вот, допустим, Соединенные Штаты Америки, их президент, он там говорит, что вот у меня такая ситуация, надо экономически там все. Ну, понимаем, что нужно, если экономически будет выгода, мы все вопросы решим. Ну, как можно решить экономические, значит, иметь выгоды, если морально-нравственная основа, скажем, того или иного общества или той страны является совершенно отсутствует, я имею в виду, и, значит, происходят какие-то дикие, непонятные отношения в обществе, как можно это делать? Это непонятно, совершенно непонятные вещи. Но понятно только в том смысле, что все катится куда-то в пропасть, не в ту сторону, куда должно было развиваться эта страна, этот мир. Ну, посмотрим, что будет. Мы знаем с вами, как это было. Мы знаем, сколько вот было этих столкновений на политическом уровне, я имею в виду президента Украины Зеленского, Трампа, европейских президентов, премьеров, которые сегодня поехали в поддержку Украины, поехали, вернее, вчера поехали именно в Киев, там встречались, там они возложили венок на могиле тех солдат, тех людей, которые в Украине гибнут. Вот эта процедура, она в любом случае морально и нравственно, и с политической, человеческой стороны правильно. Поэтому мы говорим, давайте действовать давайте действовать именно с этой точки зрения, а не поддаваться, скажем, Кремлю. По-моему, даже сейчас Трамп, который такую вот вел энергичную такую вот политику, чуть ли не весь мир под себя хотел подвести, он понял, что это невозможно. И как-то он сейчас ведет уже другую политику. Они говорят, что, возможно, скоро будут нападения. Давайте, значит, уходите с Украины, кто есть там, допустим, не ездите туда. То есть уже Трамп очень недоволен. Не знаю, если он завтра не повернет снова в ту сторону с ними, если, скажем, ситуация как-то ему покажется иной. Ну, как видим,
все же Трампа, как говорят эти блатные, они кинули, потому что приехал Си Цзиньпин, приехали другие, они считают, что у них достаточно силы, они считают, что Трамп совершил ошибку, и теперь можно это использовать в свою, как говорится, пользу. Вот такая ситуация складывается, но наша позиция, я имею в виду Чеченская республика и наших людей, которые есть сейчас на территории нашей страны, России, Европы, в мире, мы должны понимать, что только мы сами можем свои вопросы поднять и проводить, и решать их в жизнь, и надо их проводить с точки зрения международного права. Отмежеваться от любых других движений, любых других попыток изменить, значит, наше государство, или что-то говорит другое, это только приведет еще к большей катастрофе. Наша политика ясна, четкая. Мы являемся народом, который воссоздал свое государство в рамках международного права в 1991 году при развале Советского Союза. Этот Советский Союз развалили не мы, хотя некоторые наши деятели здесь на Западе, здесь четко и ясно там намекали, что это якобы мы делали. Потом, когда нас признавали в Украине, они возмущались, как и в Украине некоторые деятели, тоже наши возмущались, почему это они сделали, не должны были делать. Теперь те, которые были против того, чтобы в Украину пошли наши люди помогать, я помню, когда Исаак Мунаев организовал туда, значит, добровольческий отряд, были против, выступали, кричали, я имею в виду это Цакаев, другие, они были против. Теперь они стали сторонники и пытаются использовать этот вариант в свою пользу. То есть вот эти все манипуляции, с ними можно, скажем, разобраться, можно понять, что происходит. Я уверен, что украинский народ, украинское руководство разберется, кто есть кто, и в этой ситуации сегодня в любом случае Украина имеет поддержку от остального мира, я имею в виду, кроме вот тех, которые сегодня сидят в этом Красной площади, сидели вчера. Остальные все люди, в том числе и те, которые вот народы, которые в составе самой России, тоже у них, они думают о том, что нужно было бы, чтобы победила, скажем, справедливость, чтобы Украина победила. Но ситуация такая, что трудно это сделать, допустим, немедленно. Это надо потихоньку, как говорится, чтобы она, эта страна издохла из этой ситуации, она вышла, чтобы она поняла, что так жить нельзя. Вот на этом я сейчас вступительно, так сказать, речь закончу. Аслан, если будут вопросы, давайте просто отвечать и продолжим. Спасибо, Аят. Спасибо. Аят, здесь есть вопросы, я тогда начну с них, и потом, может быть, у меня тоже есть вопросы. Вот О спрашивает, Машуэль, Аят, пишут, что Зеленский согласен на 30-дневное перемирие и начать переговоры с Путиным и ждет ответа от Путина. Неужели это капитуляция Украины? Вот такой вопрос. Алло. Аят, Хэшватсон. Не слышно тебя, Аят. Так, у нас проблемы технические, как обычно. В принципе, я сейчас тогда отключу Аяда и будем ждать, чтобы он снова вошел. Возникают такие вопросы. Алейкум салам, всех, друзья, приветствую. Эд, Питер Вольф, Вованетка, всех приветствую. Как Украина разберется, если ее верхушка и есть КГБ УССР, говорит Вованятка. Отличный вопрос, Вованятка. Отличный вопрос. Мне, знаете, мне иногда кажется, что Аяду
искренне жалко Зеленского и его окружения, которые оказались вот в этом КГБшном кругу. Оно есть, этот круг. И этот круг, он самый яростный патриот сегодня. Завтра, правда, он будет другим, но сегодня они изображают себя. Вот такие вот дела, знаете. И как странно все получается, да? Украина дерется, проливает кровь. Народ Украины теряет, побеждает в бою, но будто по кругу бегает. Жаль, очень жаль, конечно. И это все, знаете, очень сильно сказывается на людях, которые гибнут каждый день, которые устают, которые теряют близких, друзей, ранения получают. Это они же не железные люди. Они никогда не готовили себя к войне годами в окопах сидеть, драться. Это учителя, фермеры, инженеры, айтишники, все, как говорится, офисный планктон. Это же простые люди, психика у всех, она имеет ограничения. На это у России это и рассчитано, на мой взгляд. А то они и рассчитывают, что выдохнутся, устанут и так далее. Так, почему Аят не заходит? Ждем-с. Ждем-с. О, я тебе отвечу на твой вопрос. Это не капитуляция. Об этом Зеленский давно говорит, что он на 30 дней уже готов. И напрямую готов. Уже и Путин сказал, что напрямую готов. И так далее. Нет, это не капитуляция. Но, к сожалению, это и не победа. Я вам тогда сделаю объявление. Ну ладно, сейчас я дождусь. Он в курсе этой информации. Да. Он в курсе, в принципе, этой информации. Дело в том, что по информации, которая сейчас распространяется, а, США заявили о возможной широкомасштабной атаке России на Украину. Информация требует критического осмысления, так как она частично основана на разведданных, но, в принципе, американские разведданные нас в последнее время не подводили. 9 мая 2025 года посольство США в Киеве опубликовало предупреждение для американских граждан, находящихся в Украине, о возможной значительной воздушной атаке в ближайшие дни. Это заявление основано на данных американской разведки, однако конкретные детали, например, тип атаки, цели и сроки не были раскрыты публично. Снова обрыв произошел, тебя не было слышно, картинка зависла, мне пришлось выключить. Да. Какой-то вопрос ты задавал? Да, вопрос был о том, что пишут, что Зеленский согласен на 30-дневное перемирие и готов начать переговоры с Путиным, ждет ответа от Путина. Неужели это капитуляция, спрашивает? Капитуляция Украины. Нет, это не капитуляция, да, он об этом заявлял. Но речь идет, он там прямо заявил, что он красные линии, которые являются территорией Украины, если речь пойдет о территории Украины, то это есть красная линия. Что значит красная линия? Это значит недопустимо. Все остальное с точки зрения закона, международного права мы готовы разговаривать. Вот что он говорит. Он хочет таким образом, начав переговоры, показать лицо Путина
кто он такой, что такое, с какой точки зрения он выступает и говорит. Вот что он хочет сделать, и он делает правильно. А если он будет говорить, я не хочу, то те пропаганда, вот он не хочет, не надо и все такое. А в этом смысле Зеленский говорит правильно. Я так думаю. Тем более, что они подписали вот этот договор об редкоземельных металлах. И это тоже как бы теперь в пользу Украины и, так скажем, Зеленского. И Европа тоже его в этом смысле поддержит. Я так это вижу. Да, вы считаете, вот то, что они подписали редкоземельное соглашение о добыче недр, это усилит безопасность Украины? Или это только... В любом случае, да, да, это не то, что усилит, это есть присутствие Америки, и интерес Америки есть теперь в Украине. То есть экономические интересы. Да. В этом плане. И тем более, что они ведут себя совершенно, значит, не считаясь с Трампом, с Америкой, ведут себя странно, считая, что он им, как говорится, подбросил мяч и проиграл этот удар. Вот так они считают, эти страны. И Си, и Путин, и остальные, они вот это дело сейчас как бы вот так вот обыгрывают, насколько вижу. Да, конечно, Мгм. так я и думаю. Баркал, Аян, может быть такое, спрашивает, что помимо международного права и ООН, у членов Совета Безопасности не оглашенный публике свой закон, по которой они ведут политику в мире? Нет, такое не может быть, потому что Совет Безопасности ООН, он принимает решение или соглашается с тем, что принято в ООН, так? Мгм. Или накладывает, как говорится, вето. То есть он тогда открыто говорит, вот мы против. И все это отменяется. А они это открыто делают. Так что тайно, если это сделать, тогда, значит, все будут удивляться, почему это. Ну, не может быть такое, нереально. Аят, я слышал от Путина, что он говорил, что надоел ему этот мир, основанный на каких-то международных правилах, а не законах. И он хотел бы, чтобы соблюдали международные законы. Может, об этом речь? Есть какие-то внутренние правила, которые немножко, так сказать, соблюдают букву закона, но не дух. Ну, он, значит, все как-то это переворачивает с ног на головы, что он, какие, он же не говорит, какие законы он имеет в виду, Окей. а нам известно, какие законы он говорит. Он говорит о беззаконии, он говорит о том, о тех законах, которые ему нравятся, так делать, как он делает в самой России. Вот Да. о чем он говорит. Он хочет это навязать и остальному миру. И хочет, чтобы все ему как бы в этом смысле подчинялись. Вот здесь только это, другого здесь нету. Что он там Понял. может, говорит, закон? Ну покажи свои законы, а показать у него ничего нет. Вот это и есть, так, насколько я понимаю. Окей. Баркал Аят. Аят, как вы считаете, система, которая была при СССР, после распада СССР, она сохранилась, укрепилась, или же, а, ну, как бы ее, она или слабо проявляет себя, или вообще не осталась? Система КГБ, система вот управления СССР. Система КГБ, она, конечно, сохранилась, и на этой основе именно КГБ пришло к власти. Они захватили все ведущие управляющие места в стране, и президент, и министры, и их сыновья, и их окружение. Все в их власти в России, все. Их агентура, это они все делают. Это они вот это все закручивают, и они все это, вот, значит, они решили
собственно говоря, сделать так, потому что они хотели, чтобы прийти в власти при Горбачеве. Горбачева они хотели подчинить себе, но он заупрямился и начал делать вот этот ход демократия, гласность, Да, да, да. да, вот это все. Перестройка. Ну да. И вот это все им не понравилось, потому что там были заложены основы того, что все республики Советского Союза, они получали равные права, так? Они могли быть, значит, как вот, или как Европейский Союз, или как-то вот это делаться на основе демократии, на основе свободы личности, то, что давало возможность подключить человеческий ресурс, чтобы в этой стране мог заработать. Вот что хотел сделать Горбачев. Мгм. А они эти видят, что это не пойдет, и, значит, помогли Ельцину совершить государственный переворот. Потом они дальше вот его скинули. Это вся их работа, конечно. Мгм. Но они сильнее стали, как вы считаете? Или, Ну, сильнее, не сильнее, но не слабее. В их руках теперь власть, конечно. У них власть теперь полностью в руках в этой стране, в России. А в советское время тоже они были сильны, но там политбюро и другое, все там влияло на это. Они потихоньку, значит, пришли тогда к власти и пытались и там это все творить. Там они и творили, но это же империя была тоже. А сейчас они, видишь, хотят вернуть то, что прошло, мы вернем то, что у нас было. То есть речь идет о том, что КГБ хочет вернуть эти территории под себя, да. хочет вернуть эти народы под себя. А эта страна, это не та страна, это и не царская Россия, это не Советский Союз, это и не РСФСР, это другая страна, они хотят под этим лозунгом все под себя подтянуть. И Украину, если они сейчас вот подтянем, а остальных там 2 счета заберем. Вот у них такая есть позиция. Здесь нет сомнений. Мгм. А как вы считаете, например, вот ситуация, которая сейчас разворачивается, и после вот этих 9 майских вот этого парада, то, что туда приехал Си, прилетел или приехал, и та ситуация вокруг метания России между США и Китаем, не получится ли так, что как во время распада Советского Союза, когда КГБ использовала такой русский гамбит, притворившись слабым, не скормив немножко чего-то там Западу, а потом кинула фактически, обманула и стала против, там, нарушать. Даже пришлось Хиллари Клинтон сообщать, что перегрузка отношений происходит, хотя русские говорили, что это перезагрузка, а на самом деле было написано перегрузка. Не получится ли так, что сейчас Россия попробует уйти под Китая, как когда-то она ушла под Запад, под Америку и так далее, чтобы спастись? И вот сегодня вчерашняя вот эта встреча, и это не подтверждает ли это? Но мы же видим, что Китай почему поддерживает Россию? Потому что он в перспективе надеется эти территории под себя, под дальневосточные, по крайней мере, они считают, что это их территории. Мы знаем старые там территории, которые были, которые, мол, отняты были у Китая. И Китай не такой, знаете, как Запад. Запад, собственно говоря, дал маху, потому что он посчитал, что, я помню, я говорил как-то, я был там в Америке, встречался с каким-то там политическим деятелем, которого Глеб Бзезинский и другие люди. Они говорили, что Россия скоро станет демократической. Представляете, они пытались убедить нас. Мы говорим, как она может? Не станет никогда. Нет, станет. И тогда и вопрос чеченский, и другой будет решаться очень легко. А сейчас там им очень трудно, и надо им дать возможность, чтобы они стали на ноги. Да,
они в то же время за этим крылось другое. То, что они значит, навязывались в эту Россию, они очень много пользы получили себя. Это такие экономические вопросы, они решались с Россией тогда, которая вот тогда вот так вот образовалась. Они помогли России, чтобы она вот в такой форме, как есть сегодня Российская Россия, чтобы она в такой форме образовалась. А образовавшиеся республики, страны, которые вышли, республики, которые вышли из Советского Союза и могли иметь свои государства, я имею в виду Якутия, там, Калмыкия, Татарстан, другие, которые потом были насильно втянуты в эту новую российскую Россию, насильно, незаконно. Этому не препятствовал Запад. Если бы он тогда препятствовал бы, и тогда оправдание было такое. Если мы это сделаем, то кому попадет атомное оружие в руки, они потом его надо террористам отдадут. Вот такой был аргумент. Сегодня этот аргумент тоже вот такой у них существует. Вот кому его это отдать. Но вот сейчас развалится ли, конечно, Советский Союз и Россия развалились бы, но они думают, что Россия, значит, будет, имея это атомное оружие, она не будет ей угрожать. А мы сегодня видим, как она использует это оружие против всего мира. Да? Как Путин говорит. Но если не будет России, нам мир зачем? Мы не будем. Мы пойдем в рай, они в ад пойдут. Вот сидит вот эти вещи рассказывает. Поэтому сам этот развал России там напрямую сейчас, может быть, и нереально, в каком смысле, если изнутри эти люди, это население не встанет, скажем, если какие-то движения не будут, которые это сделают, ну, внутри России. В этом помочь им можно, но Запад не хочет, тоже опасается, что что-то там случится. Насколько мне известно, из всех разных вот этих высказываний, разговоров, их тогдашних тоже опасений, видно, что они не хотят это делать и хотят как бы уговорить этого медведя. И сейчас они хотят этого медведя уговорить. Мол, остановись, не делай, мы видим, Трамп что говорит, так? Это то же самое. Но теперь вот вроде бы они видят, что, что бы ни говорил Трамп, они совершенно, он вообще даже ухом не поведет, носом не поведет этот медведь. В виде Путина, я имею в виду. Теперь, видимо, какие-то действия должны произойти в направлении того, чтобы как-то усмирить его. Посмотрим, что будет. Но самое главное, что надо начать с того, что нужно освободить территорию Украины, освободить территорию Чеченской Республики, Ичкерия, Грузии, Молдовы. То есть все территории, которые были захвачены Российской Федерацией России незаконно у государств, надо это в первую очередь. И в то же время, если вот говорят другие вот народы, которые в составе России вот так вот оказались, надо им тоже вот дать возможность, чтобы они поднимали этот вопрос. Я вот не вижу, я хотя много раз говорил этим представителям, что вопрос вот такой должен быть. Что они не поднимают этот вопрос, что в 92 году их незаконно втянули в состав России. Они этот вопрос не поднимают. Почему? Но это, видимо, связано с тем, что они не верят в то, что как-то они сами что-то могут сделать, и верят в той какой-то пропаганде, которую им кто-то там говорит, давайте вот так и вот так. Так я думаю. Ясно. Ну, а сейчас как раз вот перед началом стрима я видел одно превью на Ютубе, где говорят, что Трамп, Запад, новый, ну, не новый, я уже подумал, что опять ультиматум Трамп, он готовится к России, вот сейчас будут какой-то супер ультиматум, супер санкции из ада, молнии с небес. Ну, посмотрим. Ну, это всегда здесь, вот как мы знаем, вот эти последние 2 года,
ведется такая пропаганда, надеясь на то, что будет так, как бы сподвинут в этом направлении, скажем, западные страны, а в данном случае Трампа. Сподвинет это или нет, непонятно. Что он сделает, на что он решится, непонятно. У него же есть определенное окружение, и это окружение на него как бы не то, что как на других не влияет, собственно говоря, он может навлиять на них, на всех сам такой он. Посмотрим, что будет. На самом деле он должен видеть, а что он видит, мы не знаем. Посмотрим. Но есть такие предпосылки, есть такие разговоры, да? А как вы считаете, Аят, вот то, что сейчас начали заигрывать с Россией, там начали с ней договариваться о чем-то фактически, хотя, конечно, это выше уровня бизнесменов, так и не было выведено, там политические деятели не встречались, встречался какой-то знакомый, который не вхож, как так сказать, в Госдепартамент или же в правительство США, поэтому уровень То был, есть конечно, лишние его друзья по бизнесу. да, ну чисто такой деловой, никакого политического Да-да-да. такого уровня не было, просто бизнес партнерство. Но Да-да-да. есть, и вот сейчас мы слышим, что санкции там вводятся, Британия сказала, какие-то суперсанкции ведет, какой-то флот там теневой российский будет там останавливаться, потом тот, кто будет торговать с Россией, там с газом, нефтью, на них тоже будут санкции накладываться. И когда ты это слушаешь, как будто у тебя дежавю, что вот санкции были, вот санкции были. Как вы считаете, Аят, вот эти половинчатые меры, которые можно было 3 года, 2 года назад применить против России, или же недостаточные меры, или не оперативные меры, которые принимаются. То же самое касается и оружия, которое поставлялось Украине, там, такими пипеточными, ну, по крайней мере, нам так сообщалось, мы не знаем, сколько там всего поставлялось. Это не наносит Украине урон, вред, как это в какой-то степени нам тогда тоже, вроде, когда мы сражались против имперской России, нам говорили, что мы ребель, повстанцы, это, ну, как будто и вроде бы не боевики, не террористы, но все равно и на нашей позиции, ну, как будто серединная такая позиция, и в итоге это привело к тому, что мы пережили геноцид. И сейчас вроде 3 года, огромные жертвы, все говорят, вот сейчас мы санкции из ада, вот мы сейчас дадим оружие, супероружие, и не дается в полной мере. Это же немножко, не кажется ли вам, что это является пособничеством, скажем так, определенной степени агрессору, который напал на Украину? Ну, то понятно, что это пособничество. Я же говорил, в 91 году вот так случилось, что взяли вот эти все 32 республики, 3, которые уже Совет сам признал, еще 32 республики, имели право создать свои государства. Вот Чеченская республика это сделала, одна из тех, которые полностью в рамках международного права. И ее гнобят, и нашу республику гнобили, убивали наших людей. За что? Да все потому, что вот они давали возможность и давали или ошибались, или не понимали. Вот я говорил же, они говорят, нет, она станет демократической. С какого перепугу она станет демократической, если население там ждет по пословице царь барин приедет, все решит. Да, да. Самостоятельно выйти, что-то решить, они никогда и не решаются. У них нет этого понятия свобода личности. Свобода личности – это ответственность за свои поступки. Именно. Главное в свободе – это ответственность за свои поступки. Правильно себя вести и строить правильную линию. Этого нет в России, фактически нету. Ну, население такое, что вот веками они вот так вот его воспитали, и вот такие вот имперские вот эти события стравливали все время народы. Стравливали русских украинцами,
русских с чеченцами, чеченцев с соседними народами, казахов с другими. Это почему где-то было сказано? Они это стравили для чего? Вот здесь было для того, чтобы на этом сыграть и сказать, что они здесь хотят, мол, значит, урегулировать соотношения там. Они пытались войну, которую они организовали против нас, они, значит, когда мы хотели там договор заключали, они всячески пытались подготовить проект, документ, они подготовили, в котором записали, что Россия вторглась на территорию Чечни как посредник, а внутри гражданская война идет. Они стравливают нас с Дагестаном, они стравливают нас с нашими братьями-ингушами, они стравливают нас каким угодно, что какие только ярлыки они не вешают на чеченский народ, изображая его таким фанатиком или что-то. И также они делают и против других. Ну, скажем, против грузин, против, ну, любой народ возьмите, бывший Советский Союз. И на этом они вот эту вот игру ведут себя. Да, это вот эта вот политика, которую они проводят, она является вредоносной, она вредная. Эту систему власти, если изменить, и эту ее изменить нужно, чтобы именно народ в этой стране понял, или какие-то движения были, или что-то. А там они организуют, посмотрите, я вам говорю, более 30 крупных международных, внутренних организаций, которые являются националистическими, которые, значит, обвиняют всех, кроме русских народов, просто русского народа, все остальные у них враги, всех надо гнать, всех не надо кормить, всех не надо это, и вот такое. Это что такое? Это невероятное вот такое. Хотя невероятно здесь для нас, которые это видели, зная, ничего нету, а здесь вот это все вот так вот присутствует. В то же время этих людей, которые против кого, они посылают на фронт, они заставляют их воевать, они там, потом, значит, они говорят, что Вторую мировую войну выиграли русские только. Вот это они говорят. Вот что происходит. А то, что, скажем, Англия начала войну еще с 1939 года, 1941 года, о том, что они воздушные бои вели, а то, что ленд-лиз был, давали тысячи там танков, самолетов, питание, все, что было, строили в России, все забыли, все, что с ними сделано, вот так вот тратить. Теперь настало время. Изменится это или нет? Вот в чем вопрос. Да, спасибо, Ая. Да, вот это тоже очень важный вопрос, который тоже хотел бы узнать у вас, например. Мы видим, ну, что Америка, например, приобрела там возможность добывать редкоземельные ископаемые. Америка создает мощное оружие, которое продается здесь и финансируется и Европа, и Украина. И, соответственно, может Америка разрабатывать новые вооружения, потому что поступают деньги и так далее, и так далее. И мы видим, что в определенной степени Турция и страны НАТО, которые якобы помогают Украине, они в определенной степени помогают, они там какую-то перспективу видят. Мы видим, что даже Китай, который находится вообще как бы на другой стороне конфликта, он тоже, по всей видимости, может извлечь выгоду. Но а где выгода тогда украинского народа, который внутри Украины фактически ничего не поменял, сама система осталась? И где выгода наша, таких народов, как мы, грузины, чеченцы, другие малочисленные народы, которые находятся в ущемленном в правах в отношении вот этой фашистской России, фашистской империи, в отношении нас. Где наша тогда польза получается? Ведь мы это те, на кого апеллируют, к чему взывают, о нас говорят, о правах, о справедливости, о международном праве говорят.
Но вот те, которые апеллируют к этому международному праву и ущемлены, нарушены их права, где наша тогда, как говорится, польза, выгода? Как вы думаете? Нашей пользы нету, если мы не объединимся. Если, допустим, те народы, которые есть на Кавказе, не понимая проблемы, которые нам устроила сама эта империя, поделив наши территории, отдав, допустим, наши территории отдав одним, их территории отдав другим, это сделать все поперемешав, и вот эту заложив, если оставить это как есть, и потом и мирным способом решать, мы окажемся еще в худшем положении. Они как раз-таки это и сделают для того, чтобы, значит, вот так вот управлять. И вот я как говорил, что они хотят сесть и управлять, чтобы мы между собой вот так ненавидели народ разных, которые есть на постсоветском пространстве, да, и чтобы они как бы были там миротворцами. И вот, допустим, Армения, Азербайджан. Кто там миротворец? Вот все время там они Россию вталкивали, да? Или там теперь вот им помогли, они что-то там делают. Или, значит, вот Ингушетия и Чеченская республика там. Но это на территории России это все надо понять, когда они этот вопрос поднимали, и меня тоже спрашивали, я написал, что это спор о несуществующей границе. Нет такой границы, и то, что нарезала нам империя, это не является нашим. Оно наше, но часть наша передана, чтобы мы вот с ними враждовали, чтобы мы их ругали, чтобы они нас ругали. На какой основе? На религиозной, на какой угодно, на территориальной, на какой угодно, чтобы ругали друг друга, чтобы говорили, черт с вами, давайте, ребята, вы приехали, убейте всех чеченцев, танцуют с русскими солдатами, эти, как их, дагестанцы там на базаре, женщины, дают им все эти продукты. Они не понимают, они думают, блин, не до носа, не до кончика, а еще ближе думать. Они понимают, что вот те, которые приехали, они есть их враги тоже. Они не знают этого. Во главе там сидят все прокремлевские лидеры. И в Дагестане, и везде там сидят эти республики. Вот что происходит. Поэтому мы должны здесь как-то вот это вот понимать. И наше будущее только в том, что мы должны понять это и объединить наши усилия. Как это сделать? Что это сделать? Для этого должны быть какие-то вот лидеры. Вот я не вижу таких лидеров, скажем, пока что. Ну, несколько человек там есть, здесь или там, но которые на этой основе. Но им не дают ничего делать. Представляете? Вот об этом и Им не речь. дают ничего делать. Мы говорим, им не дают им ничего делать, мы говорим. А им и не дадут ничего делать. И надо исходить с того, что вам и не дадут ничего сделать. Никогда. Наоборот, когда вы начнете это делать, они такую же группу придумают от имени себя, вот как у нас разные самозванцы, там, Закаев, другие, там, третьи, какие-то там общественные организации, они их подписывают. Вот давайте вы, то есть под своим крылом себе создадут вот таких, а то, что нужно для народа, не будут давать делать. Вот что происходит. Поэтому надо именно в этих условиях объединять наши условия. Вот кто там есть из тех, которые могут сегодня, скажем, которые в составе России, вести себя таким образом, чтобы какую-то вот объединительную работу, чтобы делать. Кто? Возьмите кавказский народ. Кто? Они то ли на религиозной основе, то ли на прорусской основе, то ли на непонятной какой основе, а на основе того, что это должно быть и как должно быть, они не действуют и не могут действовать, им мешают. Если им мешает, успокоиться и прийти на, скажем, домой, сесть на кресло и сидеть телевизор, из этого ничего не получится. Надо что-то делать. Я помню, я это рассказывал недавно,
когда вот наш президент первый Жагар Дудаев приехал, и ему задали вопрос, кстати, я ему задал, зачем ты приехал? Здесь мне никто ничего не хотят делать. А он говорит, вот видишь, говорит, 5 пальцев показывает. Видишь, говорит, вижу. Вот видишь, если 5 будет настоящих, хороших, они пойдут объединяться, остальные пойдут и будет кулак. Надо, чтобы кулак был. Вот что надо делать. И этот кулак у нас был, и мы создали свое государство. Но потому как весь остальной мир поддержал эту Россию против нас, такой небольшой территории, миллионный всего народ, но который был еще в 700-х годах, 2 миллиона населения, и все время убивали, ссылали, 6 раз высылали чеченский народ. 6 раз. И они растворились. Это, представляете, сколько их убивали. Они в 700 году их было 2 миллиона, а в 860 примерно года их было только 120 тысяч. Вот так убивали наших предков, понимаете? И поэтому мы должны понимать сейчас в этой ситуации, что мы должны опираться на ту линию, которая есть в мире, на которой мы должны действовать в этом направлении. Все остальное, оно будет не под нашу, как говорится, возможность. Есть вот это вот, давайте в это направление действовать. Не допускайте, не позволяйте разным самозванцам или проходимцам этими вещами заниматься. Четко, ясно, понятна уже позиция. Мы говорим, мы выкладываем, скажем, президиумы, вот это, вот, все это есть. Но когда смотришь, начинают, то ли они религиозную заводят линию, которой нет у нас проблемы, религиозных проблем у нас нету, но они заводят, как будто есть у нас эта проблема. Или там проводят какую-то другую пророссийскую, или проводят нам, надо вот простить, мы же такие, мы же едины. Вот. А вопрос самый главный, они опускают и дают пользу тем, кто вот этой манипуляцией занимается. Вот так вот надо действовать. И также это должно быть в отношении тех, скажем, народов, которые есть на Кавказе. Как с ними объединить? Что с ними можно сделать? Вот о чем речь. И в этом отношении было бы хорошо, если бы эти страны Запада, как помогают сегодня, скажем, Украине, после этой линии, иметь в виду, чтобы вот так было. Вот сейчас они приняли решение, что будет Международный уголовный трибунал по решению вопроса, скажем, войны и убийства в Украине. Мы уже писали об этом, мы сейчас снова этот вопрос поднимем. Вчера я слышал, что сделать. Чтобы туда внесли вопрос и Чеченской Республики, и Грузии, и Молдовы, чтобы вот так это рассматривали. Не какой-то один кусок, а чтобы все рассматривали. Если ты все у них не, как говорится, на всем не ждешь, вот там можно, а здесь нельзя, то тогда, значит, можно и потом и здесь прийти снова. Вот что происходит. Аслан. Да, вы поднимаете очень сложную тему, вот в чем проблема? Абсолютно полностью согласен с тем, что вы говорите, но дело в том, что, например, у грузин мы видим, какая ситуация. Вначале им поддерживали, сейчас у них там российские деньги орудуют и так далее. Ползучая оккупация их страны идет. Вернуть то, что уже оккупировано, даже пока речи вообще не ведется. Потому что вот такой процесс, там уже дополнительно идет ползучая оккупация. Украинцы, например, если взять, те украинцы, которых я поддерживаю, они сидят в окопах. И у них только право сидеть в окопах. Это простые люди, такие же, как я. Власть Украины, она связана с Западом, Америка ей помогает, Англия помогает, Германия помогает, Франция помогает. Но она делает какие-то вещи, которые выгодны этому коллективному Западу. Опять же, то, что там Ахмед Закаев в Украине оказался, это тоже связано с тем, что Запад на это закрывает глаза, либо через Турцию это делается, либо через агентов влияния российских это делается, либо через Англию делается, где проживает Закаев.
в какой-то степени, ну, просто могли бы, опять же, через Польшу делается. Мы видели, я писал об этом, говорил, польская депутат Европарламента прикрывала, садилась. Потом мы видим американца, который еще по ОБСЕ тогда был. Ну, видно, что Запад пытается, представители некоторые Запада, в том числе и Турцию туда включаю, Запад, цивилизацию, они как бы свою какую-то линию пытаются протолкнуть. Мы простые люди, мы ограничены финансами, мы ограничены информационно, хотя у нас есть возможность, и вы правы, что 5 человек – это очень мощная сила, объединенная единой идеей, единой верой, то, что делают, и готовые идти до конца, если отстаивая интересы своих народов и да, в целом международное право. Ну как это сделать, Ая? Вот вопрос. Когда вот этот украинец, который сидит в окопе, он нас смотрит, я знаю, меня поддерживают люди, мне пишут, много людей смотрят из Украины. Грузины, я тоже хорошие отношения. У вас в правительстве хорошие отношения с Грузией. Ну как нам сделать так, нам, простым людям, либо с простых людей, если мы говорим о демократии, это все и начинается с низов, так сказать. Как нам сделать так, чтобы мы могли объединить этих людей, чтобы а, сильные государства, которые сейчас принимают главные решения, они оказали какую-то, я не знаю, они должны, по крайней мере, не мешать нам это, не помогать откровенным нашим врагам. Ведь в Грузии то, что произошло, Саакашвили, там, да, может, там что-то плохое он сделал, там, может, обоснованно его сейчас посадили в тюрьму. Я думаю, в какой-то степени суд в Грузии, он не как в России должен быть независим, хотя бы немножко. Но при всем при этом, ведь альтернатива Саакашвили получилась, Пизянашвили, вот это, или Иванашвили, точнее сказать, Иванашвили появился, и Запад мог бы это предотвратить. Америка могла бы одним щелчком пальца это предотвратить при желании, но по какой-то причине не сделала. А это, знаете, понимаешь, что на кого опираться тогда? К кому обращаться фактически против вчерашней твоей вот этой воли, раз выступает ровно противоположное. Ведь все, грузины за Америку учат английский язык, у них все, они ориентировались, послали к черту Россию, а потом раз и все, когда уже у тебя получая оккупация и так далее. Это странное поведение. Как объединять людей, Аят? Извиняюсь, что так долго. Но мы сейчас, то, что сейчас мы делаем, да, это и есть попытка объединить людей, объяснить им эту ситуацию. Людям надо объяснить ситуацию, как есть, что и как это делалось. Надо объяснить, и тогда появятся люди, лидеры или простые люди, которые поймут, что иного пути нет. А если думать, что кто-то придет, дядя, за нас решит, нет, никто. Нету. Мы же тогда делали то, что мы сами делали, скажем, в Чеченской республике. Мы сами делали. И против нас чуть ли не весь свет напал. И вот они, значит, убили почти треть нашего населения мирного. И вот захватили территорию. Теперь они хотят захватить, лишить нас правовой основы. И чтобы эта правовая основа была, значит, ликвидирована, они создали свои так называемые правительства в зарубежье из тех же бывших некоторых членов правительства Чеченской республики, которые предали нашу родину, и тогда предавали, сейчас. Поэтому вот в этом вопросе мы должны понимать и действовать. Нас должно быть все больше. Я опять говорил, хотя бы 5 нас должно быть четко и ясных, которые понимают это, которые знают это. Вот я, к примеру, скажу тебе, я очень много, с моей точки зрения, много людей рассказывал ту или иную вот эту ситуацию, писал там статьи, другое все. И потом, когда я с ними беседую, в разговорах я обнаруживаю,
что они ничего не поняли. Не то, что ничего не поняли, что они превратно, по-другому все поняли. Потом, поняв эту ситуацию по-другому, а не так, как это было, они запутываются снова. Значит, получается, надо снова и снова повторять. Надо эти вопросы вот так вот здесь вот проводить, эти беседы, рассказать, как это было, что это было, почему это неправильно и что нужно для этого делать. Вот это надо делать. Вот это очень важно. Вот эта информационная пропагандистская работа, которую ведет сегодня Кремль по России, да и в основном, особенно по России, она же сильно влияет, а мы должны это разоблачать и говорить, вот это что. Посмотри, вот здесь у нас на Западе есть много вот там чеченцев, разные блогеры. Чем они занимаются? Они занимаются совершенно тем, что нужно Кремлю. Да. Они делают только то, что нужно Кремлю. Они рассказывают какие-то там басни, не то, что басни, они по-своему то, что понимают. Но в то же время речь о том, что было, они не придерживаются линии, которые есть в международном праве, и линии, которые есть в нашей Конституции. Они не считаются нашей Конституцией ничем и говорят, мы пойдем туда, то-то, то-то сделаем. А это как раз то, что нужно, чтобы они говорили для Кремля, для этой империи. Вот что это такое. Поэтому надо сначала разъяснить все это. Вот то, что мы сейчас делаем с тобой, вот это и есть та линия, которая должна все больше и больше расширяться, развить ее. Допустим, есть вот какой-нибудь, вот мне говорят, вот вы там разговариваете со славами, мне там пишут, говорят. А чего, говорят, другого нет, других нету, что ли? Ну давайте, есть кто-нибудь другой, давайте какой-нибудь другой, покажите. Кто еще вот из блогеров чеченских? Кто может вот это получить или сказать, или понять это, или согласиться стать на позиции нашего государства? Кто? Покажите. Нет ни одного. Назовите первого, второго, третьего, четвертого. Я практически не знаю ни одного. Я знаю только те, которые перекрасились, которые, как когда-то коммунисты были коммунистами, потом стали демократами, потом стали имперцами, вот таких вот. Или эти, которые раньше были религиозными фанатиками, потом сейчас они перекрасились и тихо, молчком хотят где-то там прихватить, потом кричат, мы готовы там провести статус референдум. То есть они совершенно в заблуждении находятся, эти люди, или они специально эту работу ведут. Вот такие вот есть. Сидят и говорят, вот объясняешь им, вот так и вот так должно быть. Вот у меня есть много даже знакомых. Вот они говорят, вот надо вот сесть с ними поговорить, допустим, с этими самозванцами. Но что с ними говорить, если они вот это сделали? Спроси у них это. Нет, вот ты лучше скажешь, то есть я лучше. Так я уже это написал, сделал, изложил. Ты меня спроси, вот я эти вопросы все задал, спросите у них. Они боятся у них это спросить или не хотят, или их пособники сами. Вот одно из этих трех. И не делают, вот те, которые я имею в виду. Вот поэтому мы должны понимать, вот привлекать тех людей, которые четко это понимают, которые могут разобраться в этом и которые в перспективе могут эти вопросы решать. Я имею в виду и на Западе, и в России, и в Украине, ну везде, всюду вот этих людей надо, значит, все больше и больше привлекать. Мы говорим, вот прошло там 30 лет. Да, 30 лет прошло с 90-го, скажем, года, да, даже больше, 91-го года. Но они забывают, что 30 лет прошло, за эти 30 лет, почти 15 лет мы открыто воевали против России и, как говорится, ставили ее условия, там, побеждали и изгоняли со своей территории. Да. Где это видано было? Никто об этом не говорят. И когда сейчас даже сегодня вот говорят какие-то политики, будь даже те же украинские, или даже российские, или другие, они забывают о том, что чеченцы вот так вот свое государство создали, опускают этот вопрос, а когда они это опускают, мне понятно, что эти люди,
что эти люди такие же могут быть в будущем, как и Путин. Или как имперцы. Да будьте вы честными до конца в этом вопросе. Вот о чем идет речь. И тогда это будет для всех полезно. Для всех. Для любого народа, для любого человека. Давайте так действовать. Вот в этом направлении надо действовать. Можно это так сделать? Вот говорят, нельзя, это не сделаешь, никак не сделаешь. Ну, если сделаешь, тогда чего вы хотите? Вот давайте то-то, то-то. Какой-то абсурд, то-то, то-то. Да ты это пойми, вот это что, тогда ты будешь, если ты имеешь эту информацию и понимаешь реальное, вот если ты видишь этот путь, его надо пройти, и видишь, какой это путь, тогда ты будешь думать, как по нему пройти. А не зная, какой это путь, не зная, что это такое, ты только где-нибудь в пропасть или куда-нибудь пойдешь. Вот о чем речь. Ясно, спасибо, спасибо, Аят. Друзья, я вам Будем напоминаю, расширяться, будем расширяться. Мы да, приглашаем других. Я готов разговаривать и с другими блогерами, я готов разговаривать и с третьими, если они готовы нормально себя вести. Знаете, значит, есть, которые ведут себя развязанно, грубо, оскорбительно, не считаясь молодой или старый, никаких принципов не соблюдая. Вот эти вот, с этими людьми вообще лучше не говорить, конечно, так? А вот если молодые люди есть, сейчас молодых людей много, и если можно и постарше, мы готовы говорить и разъяснять эту ситуацию. Вот в чем дело. мгм. Да, и можно заходить сюда тоже, писать, говорить. Кто не хочет заходить на эти каналы, можно заходить в телеграм-канал, на официальную страницу Да, президиума. да, да. Да, если по Вот каким-то телеграм-канал причинам. я включил, пожалуйста, задавайте вопросы, заходите. Да. Пожалуйста, вот есть телеграм-канал Президиум правит ЧРИ. Пожалуйста, заходите каждый вторник в 7 часов вечера и каждая суббота, пожалуйста, хоть заходите, и все ваши вопросы, что вы будете говорить, будем вести диалог, обсуждать, что делать. А то у нас развелось здесь много деятелей, да, и искусство у них, и книги, и поэты, и спортсмены, все что угодно. Это все нужно. Но слушайте, это все нужно, это очень важно для нашей жизни, для социальной жизни. Но самое важное такое, самое важное, чтобы мы имели возможность освободить свою территорию, чтобы мы могли свободно рассуждать и жить в этом мире в рамках современного международного права. Вот Путин говорит, не надо нам, зачем нам нужно это международное право, мне надоело. А вначале он сидел и говорил совершенно другие вещи, а потом он Рязанский, там, помните, он что, Сахар, как он людей взрывал в других местах, убивал, и сейчас вот тогда ему все это позволили, теперь он открыто убивает всех. Открыто. Вот что происходит. Поэтому это зависит от нас всех с вами. Не только я имею в виду чеченцев. Чеченцы между собой, кавказцев и других народов. Давайте. Вот мы вопрос свой подняли, решаем. С нами в этом вопросе очень тяжело проходит, потому что идет война. Ну, почему вы, когда говорите, забываете о том, что Чеченская республика – это такая республика, которая создана в рамках международного права, и она оккупирована. Почему опускаете этот вопрос? Вот я всегда этот вопрос ставлю. Ну, разные эти. Если они этот вопрос не знают, значит, они не посвящены в этот вопрос и могут ошибки совершать. Баркалая, я вот по поводу атаки, которой ты отключался, я зачитывал, и мы потом вернулись, ну, я зачитывал об этой новости, как сегодняшний наш с тобой стрим называется, поэтому Да-да. позволь, я зачитаю новость, которая сегодня по этому поводу озвучена американским посольством в Киеве.
9 мая 2025 года посольство США в Киеве опубликовало предупреждение для американских граждан, находящихся в Украине, о возможной значительной воздушной атаке в ближайшие дни. Это заявление основано на данных американской разведки, однако конкретные детали, например, тип атаки, цели и сроки, не были раскрыты публично, говорится об этом. Но так как каждый день на Украину происходит нападение, удары по Украине, то мы понимаем, что что-то сверхмощное должно произойти, раз американцы решили предупредить своих граждан и всех нас об этом, и граждан Украины в первую очередь, которые там находятся. Как вы считаете, Аят, почему, например, Украина, имея такие возможности, на 9 мая не надо бить по Красной площади, не надо бить, просто перестала полностью бомбить, и никаких сообщений не было, что на 9 мая какие-то удары наносятся. И почему Россия сразу после 9 мая, несмотря на то, что 9 мая все-таки удары не наносились, уже, может быть, нанесет вот такой вот сокрушительный, мощный удар. Некоторые говорят, не хочу спекулировать и повторять российскую пропаганду, но россияне пугают орешников, что будем бить орешников. Как вы считаете? Ну, почему это вопрос их разведки, может, их тактика это. Они, если что, должны там тревогу поднять, чтобы люди все прятались. Это, ну, мы это не можем ответить. Может быть, этого и нет, а может и будет. Посмотрим, насколько это реально было. Тогда мы будем задавать этот вопрос. Почему они об этом? Этого не случилось. Сегодня 10-е, завтра 11-е. Посмотрим, будут ли завтрашняя или сегодня с 12 ночи они бомбить. Будут, Ну, в ближайшие наверное. дни указывается. Да-да. А то, что они будут делать, известно всем. Они же на 3 дня сами прекратили, как будто говорят, а на самом деле-то ничего не прекратили, Россия. И бомбит, и стреляет, и, значит, на фронтах ведет убийство по разным, значит, населенным пунктам бьют, вот прямо указывают, кого убили. И это в эти дни вот Россия. А им ничего стыдного нету. Это вот так. Они потом это перейдут, скажут там, это не так было и все такое. А как вы думаете, Аят, почему тогда Украина не попыталась сорвать, не нанесла удар, хотя до этого наносила, а 9 мая не била вообще по России? Чем это может быть связано? Она не била, видимо, по причине того, что Россия сама могла, я подозревал, организовать вот эти какие-нибудь взрывы там и сказать, вот что они приехали, Си и все остальные, и вот они начали бить украинцев. Это и хорошо, что они не били, чтобы вот эту провокацию не поднять. И в то же время я думаю, что это игра, и посмотрим, что это выльется. Окей. Друзья, напоминаю вам, задавайте вопросы. Задавайте вопрос, пишите комментарии, я зачитаю их. Либо на телеграм-канале официальной страницы Президиума правительства вы можете зайти и непосредственно принять участие в нашей беседе, задать вопросы Аяду и Дигову и принять участие. Так. Знаете, я еще хотел спросить по поводу Ичкерии нашей, да? Мы много говорили об Украине, но вот сегодня хотел спросить об Ичкерии. Как вы считаете, Аят, почему в Первую русско-чеченскую войну Запад нас поддерживал, Запад уважал Джохара Дудаева, его правительство, путь, который мы избрали, и затем
на мой взгляд, мы потеряли вот эту сакральность в определенной степени, которую, кстати говоря, украинцы тоже сейчас теряют. И Запад отвернулся от нас, и мы уже как бы и сами себя вели не очень правильно, это тоже нужно признать. Но по большей части в силу российских специальных мероприятий, конечно же, наша сакральность в глазах других терялась. Но все-таки, насколько я помню, просто я учился, уехал, меня отправили родители учиться в Россию, в Санкт-Петербург в 95 году. Война шла, и я помню, как нас уважали. Вот идет война, и просто чеченцев, русские, побаивались, уважали. Особо таких, как русские говорят, боятся, значит, уважают. И вот когда уже вторая война началась, и та сакральность потеряна, и уже каждый пытался пнуть, Запад не поддерживал и так далее. Почему это произошло, на ваш взгляд? Так сказать, а, вот эта потеря сакральности, скажем так, нашей борьбы, может быть. Хотя в глазах других, для нас она оставалась сакральной, да, в глазах мирового сообщества. Ну, в первую очередь скажем, что Запад нас не поддерживал вообще. Если Как? где-то поддерживал, то мы должны сказать, что поддерживал. Когда мы объявили о своей государственности, Запад признание нашего государства не сделал заявление, что заявление, которое делал Ельцин, его команда, как будто территория Чечни является частью России, они с этим согласились. Фактически Они согласились. Они согласились с первого дня. И с этим мы, когда приехали сюда на Запад, вот в Страсбурге, в Брюсселе, в ОБСЕ, в Америке, везде все это показывали, они говорят, вот так решили, вот так все решили. Они не делали этого. Когда мы им говорили, что вот это не идет, потому что вот так мы сделали, они говорят, ну откажитесь. Один там был деятель в Совете Европы, генеральный секретарь. Меня я как-то уговаривал, ну откажись от этого. Я помню. Никто не уговаривал. Они нигде нас не поддерживали, а наоборот. Другое дело, что население этих стран, и Запада, и Европы, и мусульманского мира нас поддерживали за нашу вот эту борьбу, которую мы вели. Но в конечном итоге вот эти все имперские или западные страны при помощи их, они изобразили из нас разного рода извергов, фанатиков, других вот так вот на весь мир. Поэтому вот это все изменилось. Это работа именно России и Запада, которые пособничали этому. Если бы они признали наше государство, которое мы, не то что они признали, вот сейчас Украина нас признала, Грузия нас признала, но нам нужно широкое признание. Конечно. Нам нужно признать европейские государства. Почему вы не признаете, когда мы это все государство создали так же, как полагается, как сказано в международном праве, которое вы приняли и подписали, что будет соблюдать после Второй мировой войны. Почему вы это не делаете? Когда им задаешь вопрос, они молчат и какие-то другие вопросы говорят. Так что говорить, что они нас в этом смысле поддерживали, власти не приходится. Это народ. А эти власти, поддаваясь вот этой пропаганде, российской пропаганде, вот такой образ о нас вот такой вот раскрутили в мире. И поэтому мы это должны понимать. Мы должны это понимать. Мы, чеченцы, и другие должны понимать. И против украинцев ты прав. Вот ведется вот такая сейчас работа на Западе. И это русские ведут. Да. Они здесь там вот что только не говорят, мы слушаем их. Они боятся, правда, это говорить. Но эту пропаганду они ведут тоже. Да. Это есть. Вот в чем дело. Да, ну тогда смотрите, как возникает ситуация. Если когда
никто, ну, еще над нами геноцид не совершен, военные преступления против нас еще не совершены. Запад фактически незаконно нас в угоду выгодным контрактам и другим там своим обеспечению своей национальной безопасности, ну, самых великих, достойных, самых срочно горящих и необходимых причин, вот они вот это приняли это решение и оставили нас в пасти этого людоеда. Тогда сейчас, после того, когда уже совершен этот геноцид, когда эти страны, в том числе и Германия, совершали соучастие в войне против чеченского народа, ложно обвинив нас, объявив нас международной джихадистской сетью, то не получается ли, что мы еще дальше от того, чтобы Запад нам помог и признал нас, так как их офицеры и их государство фактически должно признать не просто на словах, что да, мы чеченцы, как это недавно, несколько лет назад, бывший министр внутренних дел Германии Вольфганг Шобле заявил, что чеченцы все-таки начиналось все с чеченцев, и чеченцы не были никакими исламистами и международными террористами. Но это большого дорогого стоит, и, к сожалению, Вольфганг Шобле уже умер, но все равно для нас, для тех, кто пережил геноцид, это, во-первых, и не такое уж большое облегчение, просто если он об этом сказал, а во-вторых, как так тогда получается? Они тогда, эти офицеры из ЦРУ, из немецкой разведки военные, там, или другие третьи, там, еще какой-нибудь французской разведки, турецкой разведки, вот эти все люди, которые, ну, скажем так, на невинной крови, по уши в крови тогда, может, прямо, может, они не убивали нас, но вместе со своими подельниками и соучастниками русскими они это способствовали. Тогда мы не получается ли мы, что еще дальше? А теперь эти страны заинтересованы, чтобы нас не признавать, а оставить нас внутри этой фашистской России и попробовать забыть это, как будто этого не было. Аслан, мы об этом уже говорили. Я сказал тебе, что этот вопрос надо решать нам самим. Да, нас вот так оболгали, да, нас это, да, мы должны не поддаваться вот этим, мы должны резко осуждать всякие вот нарушения, которые, допустим, навешивают нам. Мы должны здесь на Западе смотреть, когда они, значит, какую-то там придумывают какую-то легенду про чеченцев, то надо об этом говорить. Когда здесь на Западе некоторые люди, которые не имеют отношения к чеченскому народу или чеченскому государству, начинают что-то говорить, и с ними они беседуют, эта работа ведется на уровне государств здесь. Да. Велась. А раз она ведется и велась, значит, мы должны об этом вместе совместно выступить, а наши люди, которые, вот ты говоришь, не понимают. Им надо разъяснить, что это вот так. Надо убеждать, привлекать. Это раз. Второе. Когда в чем трудность наша, допустим, чеченцев? Когда мы начинаем вот это все говорить, это немало же было и говорилось, и раньше, вот многие вот эти годы говорилось. Но дело в том, что они боятся выйти и что-то говорить. Потому что там на родине хватает их близких людей, сажают, заставляют, значит, их что-то там делать, мучают. Потом, значит, присылают сюда на Запад людей, чтобы убивали этих чеченцев, которые что-то говорили или делали. И в этом вопросе тоже Запад нам не помогает. Да. Но я не говорю, что она не ловит их, нет. Если где-то что-то там, что-то вроде делал, то, что русские сделали, они принимают на веру. Они взяли, чеченца этого Зелимхана убили, они взяли его, обменяли. А его обменить нельзя было. Они обвиняли его на кого? Обвиняли на пророссийских агентов, которые приехали сюда. Фактически. Которые защищают там Россию. В каком плане защищать? Мы видим это. Они говорят, что мы оппозиция там и все такое. Какая-то она оппозиция. Ну и другие там дела. Поэтому здесь речь идет о том, что о нас здесь никто не думает.
Мы должны сами думать и этот вопрос поднимать. Вот я же говорю тебе, вот да, здесь же. Мы сами должны объединяться здесь, поднимать этот вопрос. Нет, когда этот вопрос поднимаешь, они начинают, черт я знаю, что нести, и, значит, прикрываться чем угодно. Но в основном это связано с тем, что там на родине находятся наши близкие, их там потом будут мучить, или здесь на Западе вас будут ловить и пытаться убить, и наказать, унизить, и препятствовать вот твоему здесь быту твоему. Да. Я знаю это по себе даже, по себе это знаю. Знаете, когда мы приехали сюда, мне 2,5 года, 3 года в одной комнатке, маленькой, у одного нашего друга Виктора Файнберга, мы 10 человек в семье, наши 2 семьи. В этой комнате 2,5 года торчали, нам ничего не хотели делать, не помогали. И только тогда, когда вот это увидели, пришли люди, которые к этому известному диссиденту увидели, то тогда нам решили кое-как помочь. Это не значит, что они не помогают другим. Но дело в том, тот, кто здесь этим занимается, тогда политика была прорусская. Она и сегодня в какой-то степени прорусская, потому что здесь агентуры навалом российская. Сами французы говорят, что здесь очень много российской агентуры. Она и есть. Я говорю, не только там, в этой стране, где я живу, Франции, а и во всей Европе. Они Конечно. есть. Они ведут эту работу. Мы должны понимать, в чем. И тогда, когда говоришь кому-то там что-то, ну давайте. А вот те люди, которые подыгрывают Кремлю, они свободны. Они говорят, они ездят, они занимаются этими. Вот что, мы должны вот это реальность понимать. Вот это что такое. И несмотря на это, надо делать, надо понимать, рассказывать, что это есть. Люди должны понимать, что это такое. Вот так и сам. Спасибо, Аят, спасибо. И последний свой вопрос, если будут другие, потом зачитаю и другие, которые у меня тут возник в Давай. ходе нашего обсуждения. Вы сказали, что нужно, чтобы не просто там определенная там страна, одна, две, три, как нас уже признали, а чтобы это был большой, широкий круг стран. А не кажется ли вам, Аят, что признание государств, других государств, которые входят в ООН, их около 200 там, не имеют ровным счетом в современном мире ничего, если 5 основных членов Совета Безопасности не дадут, не признают, и как будто это вот это положение о признании государства, и только тогда оно считается признанным, в том числе, да, по-разному юристы трактуют это, сводится к тому, что если эти 5 стран не признают, то все, до свидания. То есть вот эти 5 стран, они являются главными. И остальные признания, это уже и не признание вовсе. Хоть юридически это не так. Мы говорим еще раз. Это международное право должно касаться всех. И в первую очередь этих больших 5 стран. И если, вот, допустим, если они большие страны, допустим, признают, это, конечно, неплохо и хорошо. Но если признают и другие страны, то мы можем с ними экономические, там, политические, культурные, другие отношения вести через эти страны и с большими странами. Потихоньку. Знаешь, напрямую, если и не будет. Для нас важно количество. Вот в чем дело. Чтобы вот эти страны были нашими, ну, скажем, единомышленники, помогали нам. Вот о чем речь. Завоевывать сторонников. Да. Все, понял. Спасибо, Аят, спасибо. Друзья, если есть вопросы, задавайте. Мы уже 1,5 часа в эфире, чуть больше, но если есть вопросы, пишите. Если Аят захочет, он вам ответит на ваши вопросы. А если нет, я буду готов ответить всегда на вопросы, выслушать то, что вы говорите, всегда готов, потому что это нужно нам, нашим детям, внукам и будущему, всем нам.
Ну тогда закончим давай на этом. Давайте. Спасибо. Спасибо Да, всем. До свидания. спасибо Адикея. вам, Ая. Адикея. Спасибо вам, спасибо всем, кто принимал участие. Что мы сами доверили скоро я живое видео, стрим сейчас Всего хорошего, друзья. До свидания. Аят Адикюр Машой. Адикея.